В эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту удара током 8-летнего мальчика. Это произошло в селе Павловск Мегино-Кангаласского улуса. Дело возбудили по статье «Халатность, повлекшая получение электротравмы малолетним ребенком». По предварительным данным, вечером 18 октября этого года мальчик проезжал на велосипеде под проводами линии электропередач. Во время движения мальчик тронул правой рукой обвисший провод, который, вопреки правилам устройства электроустановок, находился на высоте менее 1,5 метров от поверхности льда озера. Впоследствии этого ребенок получил удар электротоком и был доставлен в хирургическое отделение Мегино-Кангаласской центральной районной больницы в состоянии травматического шока с электротравмой, электроожогом 2-3 степени пальцев правой кисти и левого бедра. В настоящее время ребенок находится в больнице в стабильном состоянии. В отношении него медицинскими работниками проведено оперативное лечение. Однако для полного выздоровления его ожидает еще ряд операций. В Покровске следователи выясняют обстоятельства гибели 8-классника. Тело ребенка обнаружили в одном из заброшенных домов города. На данный момент известно, что мальчик вышел гулять в субботу вечером с друзьями и не вернулся домой. В воскресенье начались поиски, и после обеда тело подростка обнаружили в доме по улице Глухой переулок. Мальчику было 14 лет, он учился в одной из покровских школ, был старшим ребенком в семье, у него остались младший брат и сестренка. Семья мальчика состояла на учете, как находящаяся в социально опасном положении. По факту смерти несовершеннолетнего на сегодня уже установлено, что несовершеннолетний умер от переохлаждения. Также установлено, что до этого группа несовершеннолетних употребляла алкогольные напитки. Данные алкогольные напитки – это 2 бутылки водки и бутылка пива была куплена совершеннолетним гражданином, в отношении которого возбужден административный протокол. Также на родителей несовершеннолетних, которые были в одной компании, составлены тоже административные протокола. Доверчивость сыграла злую шутку с жительницей Якутска. Доверившись, она лишилась большегрузной машины стоимостью около 2 миллионов рублей. По факту присвоения спецавтотехники возбудили уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что заявительница на протяжении нескольких лет сотрудничала с 52-летним водителем. Между ними сложились хорошие деловые отношения. Водитель длительное время представлял ее интересы в различных инстанциях, обслуживал поступающие заказы на услуги спецтехники. И все это время никаких замечаний со стороны владельца автотехники не было. В какой-то момент женщина, доверившись и чтобы упростить различные обязательные процедуры, оформила на водителя доверенность. С этого момента хорошим деловым отношениям между партнерами наступил конец. Работник, воспользовавшись ситуацией, переоформил машину на свое имя и перестал нуждаться в своем работодателе. Следком начал проверку по сообщению СМИ о смерти в республиканской больнице пожилого пациента, доставленного из частного пансионата. По изложенным данным, со 2 ноября этого года мужчина являлся пациентом частного пансионата. В связи с ухудшением состояния 13 ноября он был доставлен в медицинское учреждение в крайней степени истощения и тем же вечером скончался. В рамках проверки будут изучены все обстоятельства, приведшие к смерти мужчины. Назначены экспертизы, которые установят наличие либо отсутствие причинно-следственной связи между действиями персонала учреждений и смертью мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Полицейские в Якутске раскрыли дело о грабеже. На пульт оператора 02 обратилась местная жительница и рассказала, что неизвестный мужчина отобрал у нее дорогостоящий смартфон стоимостью около 50 тысяч рублей. Выяснилось, что пьяный мужчина находился поздно ночью в подъезде одного из жилых домов. Увидев потерпевшую, он попросил ее вызвать такси, после чего вырвал телефон из рук женщины и скрылся. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, которым оказался 30-летний ранее судимый местный житель. Он сдал украденный гаджет в один из ломбардов города за 10 тысяч рублей. А на вырученные деньги продолжил пьянку. В его отношении возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире.